Проект укрепления экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной отрасли и повышения потенциала институтов поддержки торговли является четвертым компонентом программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане, которая финансируется правительством Швейцарии и реализуется Международным торговым центром. Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли посредством предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям и соответствующим институтам поддержки торговли, а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в принятии стратегического подхода к развитию отрасли. Внимание Международного торгового центра на текстильную и швейную отрасль основывается на потенциале данной отрасли для дальнейшего укрепления и внесения существенного вклада в увеличение и диверсификацию экспорта из страны. Текстильная и швейная промышленность также имеют значительные возможности в плане создания рабочих мест, особенно для женщин. Хотелось бы отметить о важности текстильной и швейной промышленности для правительства Республики Таджикистан. Данная отрасль является очень важной для нашей экономики. Как вы знаете, Республика Таджикистан является хлопкопроизводящей республикой, и мы стараемся, чтобы тот хлопок, который у нас выращивается, в полной мере был переработан и был выпущен конечная продукция. Поэтому было принято ряд государственных программ в этом направлении. Хотелось бы отметить государственную программу по развитию легкой промышленности в Республике Таджикистан, которая была принята в 2005 году. Также и государственную программу по полной переработке хлопковолокна на территории Республики Таджикистан, которая была принята в 2007 году, и государственную программу по выпуску детских изделий, которая была принята в 2009 году. Следует отметить и разработку стратегии развития текстильной и швейной промышленности Таджикистана на 2016-2025 годы. Эта стратегия, она именно является той дорожной картой, которая в ближайшие до 2025 года она именно направляет именно основные цели, которые будут достигнуты в результате развития этой отрасли. И здесь указаны конкретные меры, которые необходимы, чтобы в ближайшие 10 лет именно развивать данную отрасль. Здесь хотелось бы отметить именно особую роль Международного торгового центра при финансовой поддержке СЕКа. Эта стратегия была разработана в марте 2015 года, и мы считаем, что данная помощь со стороны экспертной и технической помощи со стороны Международного торгового центра, а также финансовая помощь со стороны СЕКа для нас является очень важной, потому что это единственные наши партнеры, которые работают в этой отрасли. Разработан очень большой со стороны Международного торгового центра материал по стратегии развития легкой промышленности. Здесь работала рабочая группа, я также являюсь в составе рабочей группы, и там проведен глубочайший анализ
показаны все аспекты, показана как бы цепочка добавленной стоимости, какие мероприятия нужно провести, какие проблемы. То есть правильное видение проблем сегодняшней текстильной и легкой промышленности, и показаны пути решения, как бы, пути решения, стратегический план развития, то есть по какому направлению должна идти наша промышленность, значит, в ближайшие 5 лет. Я сама была участником многих семинаров, которые мне настолько были интересны, что я хотела бы продолжать вот именно обучение вот в этой сфере. Ну вот ряд последних семинаров был вот настолько увлекательно и интересно. И вот и по управлению качеством, и по там, административному управлению, и по ведению внешней торговли. Достаточно интересно. И хотелось бы, чтобы это было бы еще глубже, еще дальше эти семинары проходили. В Сингапуре нас обучали, как производится дизайн одежды, изучение рынка. Конкретно где-то 2 дня мы прошли по всем известным магазинам брендовым, изучали тенденции именно в мире моды. Ездили на действующие предприятия. Все этапы мы изучили. И на данном этапе, вот, основываясь, вот даже в проектировании нашей спортивной одежды, мы основываемся уже вот на тех основах, которые нам были там заложены. Изучение рынка, изучение, если не наглядно, изучение образцов мировых брендов, изучение по интернету, все, что есть, именно тенденции, а потом уже разработка своих. Очень часто у нас тренинги проводятся. Раджеш Бухеда, консультант, его сотрудники проводили. Это тренинги в основном были по повышению производительности труда, повышению качества продукции, а также по исследованию маркетинговым исследованиям. После нашего создания предприятия нас они обучили очень многому. И начиная от изучения рынка сбыта, изучения маркетинга, участия в ярмарках, создания своего бренда, торговой марки, подготовки специалистов, управление качеством и другие. Получение теоретических знаний, теоретические и практические знания, которые мы приобрели в рамках работы данной программы, нами активно используются для повседневной работы в производствах, а также для передачи этого опыта другим специалистам, которые работают в нашем предприятии. متخصصانی مرکزی تجارتی بین المللی خیلی کمک زیاد کردن مخصوصا در تشکیل دیزاین که متخصصی این مرکز گابریلا برای ما قریب تا 10 نمودی دیزاین های نو رو پیشنهاد نمود که خیلی مقبول بودن و دقتی همون تماشابینان و اون نفرانی که به این مصنوعات‌های دستی سر و کار دارند خیلی دقت آنها رو جلب نمود.
При помощи ITC нам удалось в прошлом году побывать на выставке в феврале в Стамбуле, откуда мы получили очень большие контракты и хорошие, можно сказать так, навыки. Участвуя на международных выставках, мы привозили с собой большую клиентскую базу. Мы привозили огромное количество контактов после выставок. После каждой выставки это были отдельные клиентские базы, понимаете, там много, очень много. От них мы выбирали, мы уже могли себе позволить не продавать всем подряд свою продукцию, не лишь бы продать так, не лишь бы экспортировать, а мы уже могли себе позволить выбирать тем компаниям, которые правильным компаниям, таким добросовестным компаниям, мы могли уже себе позволить с этой клиентской базы выбрать себе надежных партнеров. Мы посетили такие государства, как Турция, на выставках были. Мы посетили Италию, были в Индии, были в Китае и в других городах. Дар моҳи сентябр ё феврал ки дар Москва выставки текстилек пром мешад, дар онҷо иштирок дорем, ки дар онҷо мо бисёр клиентҳои худомо маслаи либосҳои варзишӣ ки дорем, онҷо вохӯрӣ карда бо дигар клиентҳои нав ёфтем. Бо мусоидати ITC мо дар Италия озмоишгоҳи мошинаҳои нави ҷуробарорӣ ки буданд, роҳбарони мо иштирок карданд. Барои ин мошинаҳо нисбат ба мошинаҳои автоматии ҳозиразамон камбудиш дар ҳамин аст, ки ин як лухт ҷуробро истеҳсол мекунад. А мошинаҳое ки ҳозир мо харидорӣ намудем, ино якта тақсим карда ба роҳ мебуроранд, ки ҳозир мо дар корхона онҳоро васл намудем. намоишгоҳе ки бо дастгирии ITC дар шаҳри Франкфурти Германия аз 12 то 17 феврали соли ҷорӣ гузашт ва мо дар он иштирок намудем. Ин таҷриба моро водор месозад, ки албатта мо фақат бояд кӯшиш кунем, ки бо истифода аз технологияҳои нав, бо омӯзиши конъюнктураи бозор, бо истифодаи дизайнҳои наве, ки талаботи бозорро дар асосан Аврупо қонеъ мекунанд, мо бояд моли худро содир кунем аз ҷумҳурӣ. аз соле ки мо ҳамкориро бо ин марказ шурӯъ кардем то имрӯза аллакай ҷиҳатҳои мусбии он ва фаъолияти иттифоқи ҳунармандон нисбати баровардани ба бозори ҷаҳонӣ маҳсулотҳои ҳунармандӣ бисёр ҳам фоидаи муфид овард, на танҳо ба иттифоқи ҳунармандон, ба аъзоёни иттифоқи ҳунармандон, ба он ҳунармандое ки бо ҳунармандӣ машғул ҳастанд дар Тоҷикистон, ба он корхонаҳое ки бо дӯзандагӣ машғул ҳастанд ва ба дигар ҳунарҳои мардумӣ машғул ҳастанд, бисёр ҳам фоидаи калон овардааст. Наша консалтинговая группа является партнером Международного торгового центра в этом проекте на протяжении нескольких лет. Те изменения, которые произошли в нашей группе, можно назвать существенными. Наши консультанты были обучены в рамках этого проекта международным стандартам ISO 9001, стандарту ISO 14001 и стандарту OHSAS 18001. Результатом стало то, что впервые в нашей практике наравне с международными экспертами мы предоставили в городе Душанбе и областных центрах тренинги по ISO 9001 для предприятий текстильного и швейного сектора. Впервые в практике таджикского консалтинга мы начали внедрение экологического менеджмента ISO 14001 и стандарта по охране и безопасности труда OHSAS 18001 в компаниях Республики Таджикистан.
А также наши эксперты участвовали в процессе исследования потенциала органического хлопка Республики Таджикистан. Приобретенный опыт мы используем в течение нескольких лет в качестве аудиторов второй стороны в фермерских хозяйствах и хлопкоперерабатывающих заводах за пределами Республики Таджикистан. То есть благодаря проекту Международного торгового центра мы начали экспортировать наши услуги. Например, тренинг Ануша Гаспаряна Fashion Consulting Group по структуре современной индустрии моды дало нам понять, что мы все-таки должны говорить о тех продуктах, о тех одеждах, которые сделаны в Таджикистане, made in Таджикистан. И мы сегодня даем на рынке новый продукт. Это корпоративная культура, как одеваться, по какой моде следовать. Первые открытия, которые я знала про бизнес, это в тренингах МТ-центр. Мне было очень сложно, потому что я студентка, не зная о бизнесе, как это нужно сделать. Но от того, что есть хорошие дизайнеры, есть эта программа, есть организация МТ-центр, мне много чего помогли. Первый шаг это было создание своей коллекции. Я участвовала на тренингах. Там был дизайнер Глассман, он был там, и он нам показал, как нужно графикой работать. Мне было очень интересно, по этой тематику я взяла наши узоры, я тоже графическим способом какую-то коллекцию сделала. Он семинарой, ки дар ин донишгоҳи мо шуда гузаштанд, хеле ҳам семинарои пурмаҳсул ва муфид ҳисоб меёбад аз нуқтаи назари он ки дар ин семинарҳо лекторон аз хориҷи кишвар, аз Ҳиндустон, аз Покистон, аз Англия ва коршиносони бо таҷриба аз худи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд ва дар ин семинарҳо ки дар донишгоҳи технологӣ шуда гузашт, теъдоди зиёди намояндагони теъдоди зиёди корхонаҳои саноатӣ ширкат варзиданд. Мы как бы сделали такой координационный центр, в который входят и координаторы этих дисциплин, то есть специалисты той или иной специальности, и приглашаем работодателей, приглашаем производственников, которые четко совместно с нашими экспертами могут определить, какими знаниями, какими умениями, что нужно, какие знания нужно дать или какие умения нужно дать выпускнику, чтобы он был востребован именно на этом производстве. Или именно, например, для текстильной промышленности нужны вот такие кадры. Это было, конечно, большой возможностью для нас, местных консультантов, не только в получении технических знаний от международных экспертов, но и в приобретении практических навыков и передовых методов предоставления консалтинговых услуг в разных сферах и этапах цепочки добавленной стоимости в текстильной и швейной отрасли. А именно, как провести диагностику предприятия, как выявить направления для улучшения и предоставить необходимые рекомендации. Одним из важных направлений, которые мы освоили, является подготовка и организация участия предприятий на международных специализированных выставках. Мы уже включили в наш перечень предоставляемых услуг данное направление, помимо других услуг, таких как управление качественной производительностью, дизайн и разработка продукции, маркетинг и продвижение. Нужно тоже отметить, что несмотря на позитивные результаты за период работы проекта, учитывая дальнейшие потребности предприятий текстильно-швейного сектора, а также необходимость в дальнейшем развития институтов поддержки торговли, мы считаем, что нужно и важно продолжить данный проект. Наша группа выражает свою признательность за весомый вклад в развитие сектора консалтинга в Таджикистане, донором проекта правительству Швейцарии, головному и национальному офису Международного торгового центра и международным тренерам и экспертам, которые обучили нас много чего. Я надеюсь, что на этом проект не завершится, будут еще следующие фазы, следующие эти. И мне бы хотелось наш ВУЗ активно принимать участие в этих тренингах, так как это должен быть непрерывным процессом. Непрерывный процесс, то есть образование должно быть через всю жизнь.
К успехам данного проекта можно также отнести то, что данный проект решает также и очень важную проблему в Таджикистане. Это гендерный вопрос занятости населения, особенно женщин. Вы знаете, что именно этот отрасль в советское время работало очень много женщин. Сейчас с помощью этого проекта именно возобновляется рукоделие, другие виды работ, и здесь в основном работают женщины. Еще раз бы хотелось поблагодарить Международный торговый центр, также и СЭКО за ту помощь, которую они оказывают. И мы надеемся, что в будущем вот это плодотворное сотрудничество будет дальше продолжаться.